вымогали деньги у пассажиров. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как наказали офицеров в Таджикистане. И правильно сделали, они уже зажрались. Подписывайтесь на обновления, точно будете в курсе всего самого важного. В международном аэропорту Душанбе задержаны 2 военнослужащих пограничной службы и 1 сотрудник таможни. Они обвиняются во взяточничестве и вымогательстве денег у пассажиров. О задержании 3 сотрудников в аэропорту Генеральная прокуратура Таджикистана сообщила лишь в марте этого года, хотя они были задержаны еще в прошлом году. Первое задержание, по словам генерального прокурора страны, было произведено еще в сентябре 2022 года. Прапорщик погранслужбы Мирзоев З. потребовал 500 самани у гражданина Таджикистана, который хотел вылететь в Россию. Второй факт был выявлен в конце прошлого года, когда офицер пограничной службы Наджмудинов и таможенный инспектор Рахманзада в аэропорту потребовали с гражданина Пакистана Мухаммеда Шабира 400 самани и $200 за беспрепятственное пересечение границы. Юсуф Рахмон привел эти факты, выступая на прошлой неделе в Маджлисе Милли. По словам генпрокурора, оба дела переданы в суд, однако какие приговоры были вынесены в отношении обвиняемых, неизвестно. Не представилось возможным и получить мнение самих сотрудников или их родных. Жалобы на вымогательство денег на пограничных переходах и в аэропортах Таджикистана звучали и ранее. Люди жаловались на подобные факты со стороны пограничников и таможенников. Так, японский профессор из Японии Сукуба Ито пожаловался в Facebook, что 27 февраля этого года 2 сотрудницы аэропорта Душанбе обманным путем выманили у него $100. Один из сотрудников аэропорта на условиях анонимности сказал, что обе женщины, на которых жаловался японский профессор, являются сотрудницами таможни. Мы сделали официальное обращение в таможенную службу о принятии мер в отношении 2 этих сотрудниц, но ответа не получили, отметил он. В 2021 году десятки людей жаловались на то, что таджикские пограничники занимаются поборами на пограничных переходах между Таджикистаном и Узбекистаном. По итогам проверки были освобождены от занимаемых должностей начальник и несколько сотрудников одного из КПП. Илья Киваков, водитель фуры из России, в марте этого года разместил в YouTube видео, на котором заявил: «Таджикская граница – самая коррумпированная из границ, которые я когда-либо пересекал». По его словам, с него потребовали $400 за пересечение таджикской границы. Власти никак не отреагировали на это заявление. Коррупция считается одной из актуальных проблем в Таджикистане. В январе этого года было сообщено в отчете, что коррупция в Таджикистане стала обыденным делом, и власти не проводят необходимых реформ в этой сфере. Как вы относитесь к такой ситуации, учитывая, что для иностранных граждан, по сути, таможня является первым впечатлением о стране, можно сказать, ее лицом. И вот какое лицо у Таджикистана. Как вы ко всему этому относитесь и как вы думаете, как должны наказать этих людей? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!